В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Минтранс России предложил построить и реконструировать на Дальнем Востоке более 30 аэропортов до 2025 года. Ведомство подготовило проект магистрального плана, куда вошли 66 региональных аэропортов. Более половины из них – это Дальний Восток, часть – Северо-Запад и Юг. Таким образом, будет решена задача увеличения межрегиональных перелетов, минуя Москву. На Дальнем Востоке 90 действующих аэропортов. Примерно половина из них нуждается в реконструкции. Мы с регионами отобрали 38 первоочередных и предложили ко включению в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Это как раз те ключевые точки, которые связывают небольшие поселки с большой землей, прокомментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Продолжение темы авиации. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между городами Дальнего Востока. Стоимость билета из Якутска в Москву составит 7 тысяч рублей, а во Владивосток – 6400 рублей. Всего продажи открыты по 13 субсидируемым маршрутам. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, для женщин свыше 55 лет, а также инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. По предварительной оценке, период продаж авиабилетов по субсидируемым тарифам составит около 10 дней. Якутия получит 24 миллиарда рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья до 2024 года. Софинансирование из республиканского бюджета составит 1%. Для Якутии на переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда уже обозначена сумма из федерального бюджета в размере 24 миллиардов рублей до 2024 года. В частности, 2 миллиарда 100 миллионов рублей предусмотрено на 2019 год, с 2020 по 2023 год по 4 миллиарда рублей, в 2024 году 5 миллиардов рублей, сказала министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова. Якутии повысит финансирование на обязательное медицинское страхование. Минздрав России по поручению первого зампреда правительства министра финансов России Антона Силуанова подготовил проект постановления о внесении изменений в методику распределения субвенций федерального фонда. Это повысит финансирование для 5 субъектов, в том числе нашего региона. Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев поднял вопрос недостаточного финансирования системы здравоохранения на встрече с Антоном Силуановым в Москве в июле месяце. Первый крупнейший форум в Якутии для технических специальностей. В столице республики стартовал второй межрегиональный форум IT и кибербезопасности «Айсберг». В мероприятии принимают участие более 200 специалистов из Якутии и 30 экспертов международного уровня. Это такие компании, как Ростелеком, Huawei, Epson и другие. Участники и эксперты форума обсуждают развитие технологических тенденций IT и кибербезопасности, практические проблемы и пути их решения в экономически важных отраслях – здравоохранении, образовании, в органах власти и бизнесе. К нам приехало очень много гостей из Дальнего Востока, с Москвы, Санкт-Петербурга. Это специалисты в своей области, мы их называем экспертами. Они будут делиться своим жизненным опытом внедрения проектов по IT и кибербезопасности. Форум посвящен у нас в рамках развития цифровой экономики. Соответственно, все тематики внутренние направлены на накопление данных специалистами, чтобы развивать нашу экономику. В данном случае технологии какие-то помогают. Долгожданное подключение села Сунтар к оптоволоконной сети произойдет 30 августа. Об этом в передаче «Актуальное интервью» на телеканале Якутия-24 заявил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов. В этом году скоростной интернет также в испытательном варианте появится в Нюрбе, а в 2019 году к ВОЛС подключатся Верхневилюйск и Вилюйск. Тем самым быстрый интернет будет во всей Вилюйской группе районов. Вместе с оптикой приходит развитие в целом. Мы теперь можем развивать образование, телемедицину, госуслуги и многое другое, сказал Анатолий Семенов.
Компания «Алроса» опробовала механизм оплаты контрактов с зарубежными клиентами в рублях. В порядке эксперимента соответствующие сделки были проведены с клиентами из Китая и Индии. При необходимости компания готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем. Организация оплаты через зарубежные филиалы российских банков позволяет заметно ускорить и упростить процесс проведения расчетов, поскольку отпадает необходимость использования корреспондентских счетов других банков. Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробовали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости, сообщил член правления директор ЕСО «Алроса» Евгений Агуреев. Власти Якутии планируют представить проекты в сфере мусоропереработки и развития городской среды на полях Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. Якутская сторона также собирается уделить внимание бизнес-диалогу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Большое внимание в ходе форума планируем уделить бизнес-диалогу со странами АТР. Сейчас активное сотрудничество идет с Японией. Это японский банк международного сотрудничества Hokkaido Corporation. С ними обсудим проекты по мусоропереработке и развитию городской среды. Японии мы не ограничиваемся. Интерес также проявляют партнеры из Южной Кореи и КНР, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства региона Владимир Солодов. Около 10 крупнейших компаний региона покажут на полях форума инновационный потенциал и свои достижения. Это ювелирные компании, предприятия, добывающие отрасли и IT-сектора. Главная цель участия Якутии не заключить соглашение, а реализовать инвестиционные проекты. 4-й Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Его программа предполагает проведение более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток, расширяя границы возможностей». Земляника, смородина, брусника – это не только витамины, но и дополнительный доход населения. Если в прошлом году в республике было заготовлено около 180 тонн дикоросов, то в этом планируется более 200. Заготовкой и сбытом в основном занимаются компания «Ягоды Якутии» и ФАПК «Якутия». Также работа ведется в Амгинском, Усялданском, Намском и Хангаласском районах. Килограмм брусники принимают за 150-200 рублей, голубику за 250 рублей. Сейчас в республике стоит задача развития сбыта и заготовки дикоросов. Для этого разрабатывается новый механизм. Первая схема – это привлечь студентов Якутской сельхозакадемии для сбора дикоросов. Второе – это отработать схему заготовки через систему заготовительных пунктов, которые у нас есть, да, по молоку. И третье – это отработать систему заготовки через глав муниципальных образований, да, по заготовке дикоросов. Ну, мы в этом году планируем собрать более 200 тонн. Для сравнения, в прошлом году было собрано всего по республике на промышленную переработку 180 тонн. Рубль снова показал рост по отношению к доллару и евро после снижения в среду 15 августа. По данным Центробанка Российской Федерации, на 16 августа американская валюта составляет 66 рублей 37 копеек, евро – 75 рублей 22 копейки. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.